Суд города Сухум начал рассмотрение дела по иску Тенгиза Казанба о признании сделок купли-продажи его квартир недействительными, так как, согласно иску, они были совершены по подложным доверенностям. Казанба Тенгизу Дзевжетовичу на праве личной собственности принадлежали квартиры, расположенные по адресу город Сухум, улица Гумистинская, дом 21, квартира 42, и по улице Аргун, дом 26, квартира 11. От посторонних лиц истцу стало известно о том, что вышеуказанные квартиры проданы, и на сегодняшний день их собственниками являются другие лица. Кроме того, указанные в доверенности паспортные данные отличаются от паспортных данных Казанба. Также подпись на доверенности ему не принадлежит. В графе «Доверитель» нотариально удостоверенной доверенности от 4.02.25 года указаны данные Казанба прописью, а также учтена подпись. Однако данная запись истцу не принадлежит, то есть произведена вместо Казанба Тенгиза Дзевжетовича другим лицом, что является уголовно наказуемым деянием. Также обращаю внимание суда на то, что в доверенности указаны неверные паспортные данные Казанба, дата рождения последнего, а также место регистрации. Он никогда не был зарегистрирован по адресу РФ, Московская область, город Пушкин. Указан неправильный адрес его регистрации, серия паспорта и код подразделения, о чем можно убедиться, сравнив указанные в доверенности данные с его действующим паспортом гражданина РФ. На основании этой доверенности Сусанна Гумба продала квартиру Тенгиза Казанба гражданке Якубовой. 04 февраля 2025 года государственный нотариус Сухумской государственной нотариальной конторы номер 9 ДЖОПО удостоверила доверенность АА 460-879 от Казанба Тенгиза Дзевжетовича 1960 года рождения на предоставление полномочий Гумба Сусане Акакиевне 1972 года рождения управлять и распоряжаться его квартирой по адресу город Сухум, улица Аргун, дом 26, квартира 11. На основании указанной доверенности Гумба продала данную квартиру гражданке Якубовой. Договор купли-продажи квартиры АА 460-881 был удостоверен государственным нотариусом Сухумской государственной нотариальной конторы номер 9 ДЖОПО. Указанные сделки не соответствуют нормам гражданского законодательства Республики Абхазия, в связи с чем являются ничтожными по следующим основаниям. 04.02.25 года Казанба Тенгиз Дзевжетович находился в городе Москва и приехал в Абхазию 21.02.25 года на похороны родственников. В подтверждение данного факта предоставляю квитанции по заказу электронного билета. Также нотариальная контора номер 9 удостоверила доверенность Тенгиза Казанба на имя Светланы Гумба, паспортные данные которой полностью идентичны данным Сусанны Гумба, которая по доверенности от Казанба уже продавала другую квартиру истца. 04 февраля 2025 года государственный нотариус Сухумской государственной нотариальной конторы номер 9 ДЖОПО удостоверила доверенность АА 460-715 от Казанба Тенгиза Дзевжетовича 60 года рождения на предоставление полномочий гражданке Гумба Светлане Зауровне 07.10.72 года рождения управлять и распоряжаться квартирой, находящейся в его собственности по адресу город Сухум, улица Гумистинская, дом 21, квартира 42 с правом передоверия. Гражданка Гумба Светлана Зауровна передоверила все полномочия гражданке Лазба Астане Георгиевне 27.02.79 года рождения, составив доверенность АА 460-719 Сухумской государственной нотариальной конторе номер 9 3.07.25 года. Астанда Лазба, на которую Светлана Гумба оформила доверенность продать квартиру, которую Казанба доверил продавать ей, рассказала в ходе судебного заседания, что знакома с Сусанной Гумба примерно 7 лет. Взялась за эту сделку она безвозмездно. И ее не смутило, что договор был составлен на имя Светланы Гумба, а вместо указанных в договоре 300 тысяч ей передают 2 миллиона. У меня было написано Гумба Светлана. А у вас не... Ну, как бы в договоре, когда я читала, там было написано Гумба Светлана. Так, а вы не... Я не ознакомилась ни с доверенностью, ни в договор, я ознакомилась, свои данные я проверила. Угу. Что было прописано в договоре? Ну, рассказывайте, пожалуйста. Что я по передоверию от Гумба Казанба, доверяющий Гумба Светлане, и я по передоверию от Гумба Светланы продаю квартиру. За сколько? Сумма была указана в начале. В ходе разговора с людьми мы спрашивали, какую будем указывать сумму. Я вначале знала о том, что должна была быть указана полная сумма, 2 миллиона.
Ну, молодой человек сказал, что он кажем 300 тысяч, так как госпошлину меньше надо будет платить. Покупательница квартиры Саида Пачулия сообщила, что передала 2 миллиона рублей доверенному лицу продавца Астанди Лазба на глазах у нотариуса Мадины Джопуа. Астанда Лазба утверждает, что не помнит, передавались деньги при свидетелях или нет. Также не помнит об этих обстоятельствах и нотариус. 300 тысяч напишите, секретарь составил образец договора, почитали, все согласились. Но вот и Лазба утверждает, и Пачулия утверждает, что деньги передавались в вашем присутствии, передавались в кабинете. Я не сказала в присутствии нотариуса, я не помню. По словам нотариуса Мадины Джопуа, в ее обязанности не входит проверка подлинности предоставляемых ей документов. Она утверждает, что все несоответствия в документах могут быть связаны с механическими ошибками. Это аудиозапись, так как по решению судьи Наракварчи журналистам разрешено снимать на камеру только начало судебного процесса и его решения. Таких полномочий у меня нет. Сомневаться в том, что приходит человек с паспортом, и он это или не он. У меня нет таких прав. Не доверять. Приходит человек с правоустанавливающими документами, с паспортом, делает доверенность. Я подлинность его паспорта проверять не имею таких полномочий, доверяю, если честно. Может, механическая ошибка, я уже смотрела, может быть механическая ошибка, так как Гумба Светлана у нас участвовала в сделке, возможно, мой секретарь просто не поменял данные. Такое тоже бывает. У нас бывают ошибки в связи с... Это заседание завершилось ходатайством адвоката покупателя квартиры Саиды Пачулия Кристины Джинджоли прикрепить к материалам дела документы, полученные из Министерства юстиции и доказывающие, что акт приобретения Тенгизом Казанба квартиры на улице Гуместинской незаконный. В качестве правоустанавливающих документов муниципальные учреждения администрации города Сухум-БТИ были представлены нотариально удостоверенный договор от 23 августа 2016 года за номером по реестру 2180 квартиры города Сухум, улица Гуместинская, дом 21, квартира 42. Обращаю внимание суда, что со стороны защиты были сделаны соответствующие запросы. Был сделан запрос Министерства юстиции Республики Абхазия по бланку, нотариальному бланку. И стороной Министерства юстиции направило ответ, согласно которому ответ от 30 октября 2025 года за номером 2843 сведения о приобретении Минюстом Республики Абхазия и, соответственно, выдаче бланка серии АА под номером 207-462 в книге учета Минюста Республики Абхазия не значится. Я к тому, что тот договор дарения 2016 года, по которому собственником выступает Тенгиз Казанба, является недействительным, потому что бланк данной серии Министерством юстиции вообще не выдавался. По словам адвоката Казанба и Чугунава, эти документы никак не помогут ответчикам. Если договор дарения от тети моему доверителю незаконный, соответственно, все последующие сделки являются недействительными. Если их всех признать незаконным, квартира будет принадлежать покойной наследодательнице, этой родной тете моего доверителя. Официальный ответ истца по данному ходатайству адвокат пообещала предоставить после ознакомления с документами к следующему заседанию суда, которое намечено на 5 декабря. Также суд намерен вызвать на процесс Светлану Гунба и самого истца Тенгиза Казанба. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.